Сенмесе Дуслаар. Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу, и здесь мы изучаем татарский язык. Друзья, в недавнем ролике я рассказывала о своей поездке в Республику Башкортостан. И меня заинтересовала личность Салавата Юлаева. Посвященный ему памятник является не просто скульптурой, а отражением силы и духа башкирского народа. Но кто этот человек? Как он стал национальным героем, который продолжает вдохновлять поколения? Сегодня погрузимся в удивительную судьбу Салавата Юлаева. Узнаем, что скрывается за его подвигом и как он повлиял на судьбу целого народа. Чтобы понять путь Салавата, необходимо перенестись в XVIII век, эпоху правления императрицы Екатерины II. Это было время стремительных перемен и внутренних противоречий в истории Российской империи. Екатерина по происхождению немка. Она не всегда глубоко понимала русский язык и особенности жизни своих подданных. Именно в ее правлении было ужесточение крепостного права, что и приводило к недовольствам со стороны крестьянства. Но не только крестьяне страдали. На территориях, прилегающих к Волге и Уралу, в особенности Башкортостане и Татарстане, активно проводилась политика христианизации, зачастую с несправедливым изъятием имущества у местного населения. Татар и башкир лишали их исконных угодий, что сильно подрывало их традиционный уклад и вызывало волну большого возмущения. Власть в стране приобрела форму абсолютизма, при котором права прежде русского народа, а также других народов, входящих в состав Российской империи, были сильно ущемлены. Назревал мощный социальный протест, и общество было пропитано духом недовольства. В этой атмосфере всеобщего ропота появляется Емельян Пугачев. Его идеи о вольной жизни и справедливом царе находят отклик у многих. Емельян Пугачев подчеркнул свои идеи, общаясь со старообрядцами. Кто же такие старообрядцы? Это люди, которые выступали против церковных реформ XVII века и не принимали изменения в православной вере. Они бежали от преследователей вдоль Камы, Волги и на Урал, формируя свои общины, где главной ценностью было строгое следование своим правилам и свобода. Тогда имперская власть, не соответствующая их представлениям, была чуждой и несправедливой. Именно здесь, на Урале, пути Емельяна Пугачева и этих недовольных масс пересеклись. Но как к этому движению примкнули башкиры и татары? Их история взаимоотношений с русским государством была сложной. После завоевания Казанского ханства Иваном Грозным башкирам обещали, что их земли останутся за ними. Для того, чтобы не допустить их единства, башкирским предводителям даже даровались особые права. Однако, когда люди говорят о добровольном вхождении Башкирии в состав России, это не совсем точное утверждение. Исторические факты показывают, что далеко не все башкирские предводители с этим согласились. Какая-то часть действительно приняла условия, ну а другая часть продолжала борьбу за свои исконные права и свободы. К XVIII веку, к сожалению, эти давние обещания Ивана Грозного стали забываться. На башкирские многоресурсные земли прибывали промышленники, которые попросту отбирали земли у башкирского населения. Это стало одним из самых болезненных вопросов для местного народа. Именно такая несправедливость коснулась семьи будущего героя. У отца Салавата Юлаева отобрали все земли.
Он, конечно, пытался добиться справедливости через суды, но, как часто бывало в то время, все его попытки были бесполезны. Власть была просто глуха к просьбам простых людей. Именно этот личный опыт глубокой несправедливости помножен на общее народное настроение и заставляет встать Салавата Юлаева на путь вооруженной борьбы. Он примыкает к восстанию Емельяна Пугачева и благодаря своим уникальным лидерским качествам становится правой рукой мятежного вождя. Салават Юлаев имел все основания, чтобы встать на этот путь. Он был не просто воином. По мусульманским обычаям он был зрелым мужчиной, имел несколько жен и детей. Он был глубоко укоренен в своем народе и его культуре. Поэтому, оказавшись в числе противников царской власти, он не только возглавлял отряды, а также слагал стихи и песни, которые вдохновляли повстанцев продолжать свою борьбу за свободу. Он был человеком слова и дела, воином и поэтом. Восстание Пугачева было грандиозным. Повстанцам даже удалось взять Казань. Но силы были неравны. Царские войска были хорошо обучены, подтягивали новых людей и использовали мощную артиллерию. Салават Юлаев прекрасно понимал, что противник очень серьезен. Ведь Российская империя в то время могла успешно вести войны даже с европейскими державами, не говоря уже о повстанцах внутри страны. Восстание было подавлено. Вскоре был схвачен Емельян Пугачев, а в дальнейшем и Салават Юлаев с его отцом. Екатерина II решила не делать из него мученика народа, поэтому отправила на пожизненную каторгу. Салават Юлаев с его отцом отправились в далекую крепость Рагервик, что находилась на территории современной Эстонии. Его отец в скором времени скончался, но сам Салават Юлаев продержался в заточении еще 25 долгих лет, несмотря на все лишения. Он неоднократно просил о помиловании, но каждый раз ему было отказано. Царские власти приложили колоссальные усилия для того, чтобы стереть имя Салавата Юлаева из памяти людей и страниц истории. Его родная деревня была сожжена дотла. Сейчас на этом месте в открытом поле находится лишь скромный памятник. Его детей отдали в офицерские семьи, сменили имена и религии на русскую, сделав их обычной дворовой прислугой. Все для того, чтобы разорвать связь поколений и уничтожить даже малейшие доказательства его существования. Но все попытки уничтожить память о нем были тщетны. Башкирский народ по праву гордится Салаватом Юлаевым, человеком, который вобрал в себя лучшие качества: удаль, воинская доблесть, художественная одаренность, смелость и, главное, огромное желание защищать Родину от всех форм несправедливости. Его история – это пример безграничной любви к своему народу, идеалом свободы и стойкости перед лицом любых испытаний. Именно поэтому, когда памятник Салавату Юлаева находится на реставрации, мы с надеждой ждем его возвращения, желаем, чтобы он выглядел еще лучше и олицетворял непоколебимый дух башкирского народа. Он и по сей день является примером для будущих поколений. Здорово, что времена жестоких империй и народных восстаний позади. Мы живем в современной демократической России, где нет розни народам. Здесь каждый народ важен и любим, и это очень ценно. Но при этом мы не должны забывать свою уникальную культуру, своих героев и свой народ. Именно так формируется наше общее наследие. Друзья, но мы продолжаем изучать
прекрасный татарский язык. Для всех начинающих приобретению доступен мой видеокурс «Татарский язык с нуля». Занимайтесь по нему дома самостоятельно. Всего 5 минут в день вы сами ставите базу татарского языка. Всех продолжающих и продвинутых приглашаю в наш воскресный языковой клуб. Вся информация в комментариях. Дуслар, что думаете вы? Пишите также ваше мнение в комментариях. Паразда оңышлар. Всем удачи!